сколько пирожков вы в день печете? Ежедневным выпуском, порядка 10 тысяч штук. Бизнес можно рассматривать тоже как товар. Могу сказать, у меня было 1 миллион рублей. Всего лишь. Но в пекарнях я просто был уверен. Первая точка убыточна, вторая точка убыточна, да? И третья просто... Ну а что там? Условно, либо ты сейчас потеряешь 1 000 000 рублей, которые вложила, да, или там займешь там еще 5 и потеряешь там 5. Всем привет, друзья! Ну что, начинаем новый сезон выпусков про бизнес с Батраной 2024 год. И наш с вами первый гость, человек, который пирожками весь наш Якутск кормит, и свежей выпечкой, Денис Лаврентьевич Лыткин, собственник сети «Настоящая пекарня» в городе Якутск. Денис, привет! Привет! Наконец мы с тобой встретились. Я Да. очень давно хотела, чтобы ты был моим героем, да? И мой первый вопрос. У тебя в социальных сетях стоит такая цитата. Я сейчас прочитаю даже. «Не бойтесь перемен и чужого мнения. Будьте восхитительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя». Про что это для тебя? Начнем с того, что там, где этот статус стоит, это так называемая запрещенная социальная сеть. Профиль у меня сейчас закрытый, на тот момент, когда мы с тобой разговариваем. И это больше семейный и личный. Да, и статус этот, он про личности, про себя, про самого. Про то, чтобы быть уверенно, счастливым, то есть самое главное для человека это чувство счастья. Да, самое главное, для чего мы живем, вообще и занимаемся тем, для чего. Для того, чтобы чувствовать себя счастливым. То есть, если ты чувствуешь что-то, что ты себя несчастливый, значит, ты что-то не то делаешь. Да? И стоит здесь задуматься, а тем ли ты вообще занимаешься. Это про любимое дело? Это про любимое дело, это вообще про всю жизнь. Не только про работу. Мы же предприниматели, у нас всегда все про работу. Основная вся часть жизни занимает работа, большая часть. Здесь идет речь о том, что не надо забывать и про жизнь. А что для тебя есть счастье? Сейчас счастье — это мои дети, конечно. Дети, да? Да, в первую очередь дети. То есть семья, любимое дело, это баланс между ними, это есть чувство счастья. Да. Ты, кстати, классно заметила баланс. Это очень важно, это колесо баланса, о том, что личная жизнь, семейная жизнь, потом нельзя забывать про себя ни в коем случае, и про дело свое нельзя забывать. У нас у предпринимателей же как, у нас все внимание делу происходит. 24/7 постоянно все о работе думаем, даже такое. дома. С супругами, с детьми, с родителями, с друзьями. Мы все обсуждаем, только работу всегда, практически. И здесь нельзя забывать про какие-то другие стороны жизни, про свои личные увлечения, про хобби. Потому что иногда бывает так, вроде бы дело растет, все хорошо, все замечательно, работы много интересной работы и так далее. Но чувствуешь себя как-то не очень. Есть. А почему? Потому что себе лично, например, мало времени уделяем, своим интересам. Мы забываем про себя. А какие у тебя увлечения? Увлечение, мое любимое самое увлечение — это ходить в горы. Вау! Да? Обожаю, это дело. Я был на Эльбрусе, поднимался на Эльбрус, затем я ездил в Непал, там у меня был трекинг вокруг гора такая есть Анапурна. И также я был еще в Африке, в Танзании, на самой высокой точке Африки, на горе Килиманджаро. Тоже поднимался. То есть это в год один раз ты уделяешь для себя такое время, куда именно чисто твое, да? Я хочу этому уделять. Да, это как раз статус про это, чтобы я сам не забывал, что так надо делать. Я смотрю на него и вспоминаю, напоминалка себе такая. Потому что в какой-то момент, действительно, я в один год сходил на Эльбрус, потом на следующий год я был на Килиманджаро, а потом у меня начали рождаться младшие мои дочери две. И сейчас все внимание им. Сейчас я не могу позволить себе на какой-то такой длительный период оставить их одних и уехать. Потому что им сейчас очень нужно мое внимание и забота.
То есть сейчас фокус, получается, это семья и бизнес. Семья и бизнес, да. Вот если мы говорим про бизнес, да, что сейчас есть настоящая пекарня в цифрах? Это вот количество филиалов, объем производства, количество сотрудников, сколько пирожков вы в день печете? Да, хороший вопрос. На сегодняшний день это филиалов 22. 22 филиала. Да, Мгм. потому что, ну, это такой процесс постоянный, то есть Мгм. мы постоянно ищем новых партнеров, мы Мгм. постоянно ищем новые точки, как бы этот процесс не Мгм. останавливаем. Мгм. Но, тем не менее, некоторые точки, к сожалению, по независимым, в основном от нас причинам, они закрываются. Мгм. То есть там что-то происходит, либо арендодатель меняется, либо еще что-то происходит. И постоянно идет обмен. Но сейчас вот в среднем где-то вот 22-25 вот так вот держится. Мгм. Вот основной костяк. Что касается ежедневного выпуска, то, ну, представьте, это в день порядка 10 тысяч штук. 10 тысяч штук пирожков. Это я же говорю, я вначале сказала, что мы сейчас, наш гость, человек, который весь наш город кормит пирожками. Да, потому что мои дети тоже обожают твои пирожки. Да, я очень многих знаю, что между школами, между садиками все закупают пирожки. Они очень вкусные. Спасибо. Да, 10 тысяч пирожков, ребята. И получается количество сотрудников. Но всего, если брать еще и партнеров наших, Ага. кто с нами работает, то порядка, наверное, где-то около 150 человек. А вот ты сказал Ну, про так или иначе, они Ага. задействованы Ага. в этом, в работе настоящей пекарни около 150 человек. Мгм. Да. А кто такие партнеры? Партнеры – это, например, компании, которые с нами работают на аутсорсе. То есть мы, например, там водители-экспедиторы, предположим, да, это, которые они оказывают нам услуги. Ну вот и такие вот другие компании, порядка вот такие какие-то вещи, которые не напрямую связаны, не участвуют в бизнесе, то порядка, вот если их всех взять, то где-то 150 человек участвует. Объем производства, это можешь сказать в цифрах, сколько тонн муки расходуете в месяц? Ну, я скажу, что выпуск, Ага, если мы говорим в тоннах, Ага. то в день, ну, в среднем 1 тонна выходит. 1 тонна продукции Да, каждый день отгружается. отгружается, и весь этот якус мы потребляем. Ребята, 1 тонну, это, представляете, 1000 килограмм. Да. 1000 килограмм, боже мой. А в месяц это 30 тонн, да? Ну, как минимум, да. Да, это должен быть большой склад для муки. Но он не маленький. Он не маленький, да? Да. Кстати, мы сегодня заедем в производство. Ребята, мы так давно мечтали вам показать производство, как это происходит. Денис, спасибо, что Пожалуйста. да, пригласил нас. Покажи, где мы сейчас находимся? Сейчас мы находимся в нашем цеху, который находится 50 лет Советской армии. Это наш основной цех. Ага. Отсюда большая часть продукции уходит по нашим точкам. Часть, которую мы делаем здесь, пирожки в основном. Пирожки здесь пекутся. Пирожки и булочки. Да? Да. Есть какая-то специальная аура, музыка, может быть? О, наши любимые булочки, да? Сейчас вы смотрите, как мы делаем, сейчас процесс, когда мы делаем московские плюшки. Московские плюшки, Да, вот вы знаменитые, можете с сахаром, да? Ребята, я вам сейчас покажу что-то. Кто-нибудь подойдите, вот они, 1000 пирожков, где печется. Вау, здравствуйте. Здравствуйте, вот они, 1000 пирожков. Сколько человек вообще трудится в производстве? Добрый день. Добрый день, хочу вас познакомить. Это Полина Анатольевна, наш производственный директор. Это благодаря ей мы каждый день выпускаем 10 тысяч, да, пирожков. И одну тонну Да, изделий. не менее 11 тысяч штук именно на этом участке производства. Задействовало у нас около 17 человек, и дневная, и ночная смена. Также мы отвлекаем продукцию не только на свою торговую сеть, 22 торговые точки, но еще и на опт. На опт. Полина, я знаю, что Полина откуда? Откуда? Полина из города Киров. Да, и когда прилетела, когда вот такого алмаза? Значит, Полина работает, знает франшизу настоящей пекарни больше 2 лет. С Денисом Валерьевичем мы встретились и познакомились около 2 лет назад. То же самое. Встречаемся на общих слетах в городе Ижевск. Очень известный, да.
Ага. федеральной сети. И там, получается, переманили? Я была свободна, не переманили, а пригласили, да? Пригласили, да? Да. Ага. Вот посмотрите, как предпринимательство к нам, в наш город, привозит классных специалистов, которые делают нашу жизнь вкуснее, Да. комфортнее и уютнее. Вот это все делает бизнес. Вторая твоя главная сфера твоей жизни – это семья, да? И поделись, пожалуйста, откуда ты родом, где учился, вообще очень хочется, потому что Дениса Лыткина многие не знают. Кстати, интересно, что вот мне буквально вчера или позавчера сказали такую вещь мои родственники. Сказали, если тебя спросят, откуда ты родом, ты должен сказать, что ты родом наполовину из Вилюйска, да, а наполовину из Хатас. Хатасы, да? Оказывается, это очень важно, вот, потому что я родился в Якутске, и обычно, когда меня спрашивают, где ты родился, откуда ты родом, я говорю, из города Якутск. Да, оказывается, очень важно, что наполовину я из Вилюйска, да, а наполовину из Хатас. Кстати, с Вилюйска очень много предпринимателей, я тоже с Вилюйска. Чего предприимчивый район, да? Да, но всегда в Якутии у нас же важно, мы спрашиваем, откуда ты родом, да? Да, это всегда вот важно. А где учился? Учился я в Якутске. Сперва, вообще в Вилюйске, конечно, я пошел в 1 класс, потом мы с родителями переехали в Якутск, я здесь в 25-й школе учился 1 год. Затем полностью среднее образование я был в 29-й школе, а потом я уже уехал в Москву. И там заканчивал школу, поступал в университет, учился и потом тоже по семейным обстоятельствам вернулся уже в Якутск. И здесь в Якутске закончил высшее образование в ЕГУ. У нас был этот институт ФИ. Да, ФИ, конечно. И у меня, я всегда это подчеркиваю, что я предприниматель с дипломом. С дипломом, да? У меня специальность предпринимательства. Вау! Это редкий случай, когда человек идет по своему образованию, да, в нынешнее время. Да. Но выбрал я именно эту специальность целенаправленно. То есть я с детства хотел быть предпринимателем. Вау! Интересно, да? Да. И давай тогда, если мы переходим на тему твоих желаний, первых шагов, самый главный вопрос нашего подкаста всегда, как начинался твой путь в предпринимательстве? Какие были ключевые шаги? Как мой начинался путь в предпринимательстве? Ключевой шаг осознать то, что все зависит от меня. Вот и все. Да. Вот в жизни всегда рост какой-то предпринимателя, еще чего-то идет после какой-то сильной боли. И вот у меня просто в какой-то момент была сильная боль, что мне не хватало денег. Вообще не было денег. Это были 90-е годы и так далее. Наша семья жила на какие-то гуманитарную помощь, там еще чего-то. Помнишь, там была американская помощь? Конечно, да, я помню, это масло растительное и масло шоколадное. И денег физически вообще просто реально не хватало. Я помню, что моя первая работа, мне зарплату дали там 2000 рублей, и при этом у меня был старший сын мой, он только родился, и там первая моя супруга, она сидела с ребенком дома, то есть мне дали только 2000 рублей. Мне даже не хватало там на памперсы условно, или еще на что-то. А сколько тебе тогда было? Тогда мне было, по-моему, 22 или 23 года. 22, да? Получается, после университета сразу? После университета сразу, да. И что? И мне нужно было как-то зарабатывать деньги, что-то нужно было делать. И первый мой шаг,
Но тут это уже не первый шаг, это я уже... До этого я еще когда учился в университете, значит, первым делом, что мы сделали самое простое, это я арендовал киоск-остановку. Вау, ага. Киоск-остановку, как сейчас помню, на Гимиине, да, и просто с товаром полностью, и вот возил товарком. Закупался, и у меня был там такой бизнес, знаешь, ларечный, короче, простой. Но зато это была очень крутая школа вот всех этих процессов. Там много-много нужно делать дел, но тем не менее хоть какой-то доход был. То есть я особо ничем типа не рисковал, но зато всему типа научился. Потом, уже когда я закончил университет, я не мог заниматься киоском, я уже понял, что либо мне нужно учиться, либо мне нужно заниматься этим киоском. Поэтому я выбрал учебу, чтобы нужно было закончить образование, получить до конца. И уже после университета я пошел работать, тогда чуть сложно было найти работу, меня кое-как там по блату типа устроили инженером снабжения в строительную компанию. И вот я, когда получил зарплату 2000 рублей, понял, что это явно не мое, здесь нету роста или еще чего-то. И поступил на работу в ЕГУ, Центр новых информационных технологий. Да, там я уже по специальности устроился менеджером экономического отдела. И директор, вот спасибо ему большое, его фамилия Жожиков, он мне дал вот возможность работать по специальности и развивать коммерческое направление. Сказал, вот мы делаем какие-то услуги, а вот есть в ЕГУ была возможность заниматься коммерческой деятельностью и дополнительно зарабатывать себе, так называемая внебюджетная деятельность. И вот мы подключали к интернету, давали услуги компьютерных классов и так далее. Я там проучился, тоже много чему в интернете всему этому научился, и затем просто рискнул и открыл компьютерный клуб. Вау! Что я увидел, что эта услуга востребована, компьютерные классы востребованы. Тогда еще и с Томским познакомился, с Арсеном, да, потому что у него была Федерация компьютерного спорта. Вот, и открыл свой компьютерный клуб. Он назывался «Банзай». Вот. Где находился? Белинского. На Белинского 44. Там ну, ты, получается, где работал рядом, да? Рядом, да. Нашел задание. Ну, поближе к студентам, поближе там, к школьникам и так далее. Через какое-то время он стал одним из самых популярных клубов. Вот. И на пике его популярности я его продал. Вот, как бизнес. Как бизнес продал, да? Да. И сколько было вложения? Вложений было порядка 1500 на компьютеры, а продал я его за 1 000 000. Вот. То есть поработал и продал. А почему причина продажи? А причина продажи заработать. Заработать, да? Но у тебя же есть еще другие кейсы по продажам бизнеса, да? То есть я вот хочу сказать, что Денис один из первых, ну, наверное, принес первую франшизу в наш город. Это в свое время очень популярная кофейня, шоколадница, да, и потом дальше было в Ваби-Саби, вот с партнерами открыли, да. И тоже интересно, причина их продаж. Но это уже как мы смотрим на... Есть вот просто операционный бизнес, да, вот компьютерный клуб работает, он приносит прибыль, операционная есть штука. А есть, можно это еще на дело посмотреть как инвестор, да, как ты вот инвестируешь деньги в какой-то проект, ты вложил, ты получил какую-то отдачу, потом ты из этого проекта выходишь. То есть бизнес можно рассматривать тоже как товар. Ты его купил, он тебе приносит пользу, ты им попользовался, затем ты его развиваешь или еще что-то с ним делаешь и продаешь. Потому что неинтересно или что это? Ну даже просто это разные роли. Да? Разные роли немножко. Тут не вопрос, что интересно, неинтересно. То есть инвестору, который покупает, продает и перепродает бизнесы, например, и получает с этого прибыль, да, ему в этом интерес. Понимаешь? Мы же предприниматели, и всегда самый наш главный интерес это что? Это прибыль. Потому что предпринимательство, для меня, что такое предпринимательство? Это деятельность на получение прибыли за счет улучшения жизни других людей. Понимаешь? Да, конечно. Приносить какое-то благо, улучшение. И вот компьютерный клуб, который мы открыли, мы сделали его классным, современным, очень интересным, удобным для детей и безопасным. И поэтому туда стали люди ходить много. И он стал популярным. Понимаешь? Да, конечно. Да, соответственно, я сделал это дело, и потом пришел человек и говорит, я хочу купить. У меня не было задачи продать, я не думал даже об этом, честно я тебе скажу. Я просто работал каждый день. Управление компьютерным клубом – это такой бизнес, когда ты же продаешь билеты. И поэтому у тебя все компьютеры должны быть всегда в строю.
всегда на чеку. То есть все должно быть работать. Наушники подключены, компьютер, это все работает. Стул целый, там. Детям должно быть удобно, потому что основной у тебя контингент это дети. Их главная безопасность. Чтобы никто во дворе там из старших мальчиков не стоял, их там не третировал, компьютер не отбирал. Там. Ты за этим всем следишь. Получается, вот мы общаемся, я понимаю, что у тебя больше вообще интересуют такие бизнес-процессы, да, то есть не какая-то узкая деятельность, да, ну, сфера, да, можно сказать, а вообще вот сам по себе вот эти бизнес-процессы. Правильно говорю, да? То есть вот ты сделал это классно, да, вот сделал, тебе нравится она. Кто-то пришел и говорит, продаешь? Продаю, да? Так же была шоколадница или как? Да. Так же было. Так же было, да? Практически так же. Помнишь фильм этот «Берегись автомобиля»? Да. Такой классный фильм, наш советский фильм, вообще классика. Он с чего начинается? Он начинается с фразы «Каждый, у кого нет автомобиля, хочет его купить, а каждый, у кого есть автомобиль, хочет его продать». Это вообще про нас, предпринимателей. Да? Каждый, у кого нет бизнеса, хочет его запустить, а потом, когда его запускает, хочет его продать. А не было ли такого, что вот когда ты убираешь свою руку, свою энергию, да, выходишь с операционки и приходит другой человек, он не может его дальше развивать, потому что, ну, как бы ваби-саби закрылась, да? Ага, вот и не было вот этой такой связки, не думал об этом? Ты знаешь, доля истины в этом есть. Это работает, если очень зависит от того, насколько этот бизнес, да, зависит от учредителя, насколько он, как бы сказать, оригинальный. Да, если, например, какой-то бизнес полностью ты сам придумываешь, ты сам придумываешь концепцию, и очень много туда внимания, и он существует только из-за твоего импульса, тогда да, придет другой человек, что с ним будет неизвестно. Как бы, да, очень рискованно. То есть он может и лучше стать, а может и наоборот упасть. А если мы говорим про федеральные франшизы, там с огромным количеством стандартов, все прописано и все четко, и за которым следит импульс основной дает, получается, владелец франшизы сверху, то там нет никаких рисков. Если ты делаешь просто то, что должен делать. Вот и все. Да. Он не зависит как бы от твоего импульса. Да. А что касается, например, ваби-саби, с чем он там закрылся, я не могу здесь судить, потому что это не мое было решение. Мы просто передали, вышли, как бы свою долю продали управляющим, другим ребятам, очень профессиональные ребята. И почему они продали, это уже как надо больше к ним спрашивать. Я со стороны не могу сказать. Ну то есть, получается, ты выходил, как бы продав долю свою, да? Да, я просто свою долю продал и вышел. Мне просто в тот момент, когда я продавал, выходил из ваби-саби, там у меня жизненные обстоятельства такие сложились, что мне нужно было выйти из всех активов для того, чтобы их разделить. Разделить? Да. Если есть возможность поделиться, про что это было? Это на тот момент просто мы разошлись с моей первой супругой, а мы были же бизнес-партнерами одновременно, да, вот когда в семье предприниматели обычно муж и жена вместе всем занимаются. И мы просто с ней разошлись, и нам нужно было разделить наши доли. А самый простой способ это просто все продать и поделить деньги. Получается, превратить в кэш и разделиться. Разделиться. Сейчас же тоже бизнес ведете с супругой, да? Да, семейный такой бизнес. Как сейчас? Как разделены у вас обязанности? Не мешает ли это семейной жизни? Как сейчас разделены обязанности? Настоящую пекарню, вот когда мы запускали, мы все полностью делали вместе, да, с моей супругой, вот вторая супруга моя, Альфтина, мы делали все вместе, но уже более четко разделенные роли. То есть, да, если я выполняю функцию генерального директора, то Альфтина выполняет функцию там, коммерческого директора. Да, и я полностью говорю, что я вот в твою не вмешиваюсь в сферу. Да, если нужен совет, окей, приходишь, просишь совета, но все делаешь, я тебе по рукам не бью, ничего не делаю. Там, да, ты специалист, ты этим занимаешься. И также моя часть тоже. То есть у меня какие-то решения генеральные, то есть можно давать какие-то советы, я могу выслушать, принять во внимание, что-то сделать. Есть огромная большая заслуга
в том, сколько количество открытых точек, количество клиентов, зарегистрированных в EDS, например, да, в бонус лояльности. Кстати, вчера была конференция EDS, и сказали, что мы там крупнейший клиент во всем Дальнем Востоке, настоящей пекарни, да, по числу зарегистрированных пользователей. Это вот ее заслуга. Эти вопросы она занималась, и это, конечно, ее заслуга. Сейчас она решила заняться уже своим, да, личным бизнесом, потому что у настоящей пекарни все на рельсах стоит, там идут люди, там есть управляющая компания. Она хочет заняться своим бизнесом, да, продвижением. Уже есть наметки, уже есть там какие-то заключенные контракты. Сейчас идет стадия подготовки и начнется активно. То есть она вот, ну, помогла, получается, была опорой, да, помогла, ну, двигателем, да, вот, масштабирования, да, и потом сейчас она разделяется уже в свое направление. Да, сейчас она запускает свой стартап, да, и вся энергия там будет ее. Да. Ну, про настоящий программ тоже, конечно, не забывает, потому что это ее как ребенок, и она никогда не может просто так его оставить, очень сердце болит. Да. А вот это что у нас? Святая святых, это выпечка. Выпечка. Здесь получается сколько? Раз, два, три, четыре печи, да? В среднем мы производим 1000 багетов в день. Это минимум. 1000 багетов в день? Для нашего любимого гаража. 1000 багетов. Ну, сейчас, в данный момент, мы сейчас запускаем новый цех большой, потому что этого помещения нам уже мало. И сейчас вы попали в тот момент, когда часть оборудования уже туда уехала. Да, я знаю. Это будет цех 800 квадратных метров. 900. 900 квадратных метров. 900 3 этажа. 3 этажа. Двухэтажный цех, да. Да, ой. Фабрика. Представляете? Спасибо большое, что делаете нашу жизнь вкусно. Как говорится, от ваших рук каждый день мы получаем тепло. И мне кажется, вообще настоящая пекарня про тепло. Да. Да? Да. Да, прям. Ты классно заметила. Да, про тепло, рядом, с заботой. Поэтому, друзья, мы сегодня с вами немножко святые святых заглянули. Очень давно хотелось вообще показать производство, потому что на самом деле это же очень долгий процесс, да? Вообще как происходит? Сам технологический процесс производства любого изделия минимум 3 часа. Минимум 3 часа. Это дрожжевое, да, то есть все. И слоеное тесто у вас нет? Да, мы недавно в декабре освоили на этой линии слоеное тесто. А так выпускали только дрожжевое изначально, пирожковое и сдобное. Вот сейчас это еще освоили и слойку здесь. Да, вот это есть, называется линия, да? Это и есть линия, она проточная, все будет правильно. Вот здесь получается тесто раскатывается, да? И Придается форма. Тесто прокатывается через специальные волки, проходит 2 стадии, калибруется в определенную толщину для того, чтобы на выходе был определенный вес. 110-115 грамм, не более, если это по плюшке. да, и получается каждое изделие отдельная программа. Своя калибровка, все верно. Да. И сколько стоит это оборудование? Закупали год назад, Хороший да? вопрос. То, что она себя отрабатывает сейчас, мы в ближайшем будущем собираемся на нее перевести вообще практически всю ручную работу. Ручную. А вообще сколько стоит, если... Не внесу информацию, это все через шефа. Ну, вот просто, чтобы понимать. Самое мы покупали год назад, по-моему. Год И назад. цена в долларах зависит от курса. Но мы заплатили около 3 миллиона рублей. Это базовая стоимость просто за само оборудование. Там еще доставка, наладка, настройка, дополнительные функции, потом докупали и так далее. Целая квартира. Смотрите, ребята, это целая квартира. И вот интересно очень, после ресторанов, да, почему решил пойти менее, как мне кажется, да, атмосферный бизнес, это производство хлебобулочных изделий, да, и не было ли страшно, там, есть же монополисты по выпечку, по хлебу, вот это тоже интересно, как ты решил именно открыть пекарню? Ну, все тут на самом деле просто. Я же предприниматель дипломированный. Ага. Да, просто
для меня вот что какое есть? У меня есть какие-то инструменты и знания, да, которые я получил в процессе образования. То есть мне здесь, например, полегче, чем ребятам, которые начинают с нуля и которые не получали никакого образования, каких-то инструментов у них нет. Им все приходится вот методом проб и ошибок это проходить. И иногда они буксуют, потому что они каких-то вещей не знают, простых, которые давно известны. Я просто в какой-то момент сел, когда вот полностью все активы, значит, разделили, и у меня вот уже никакого бизнеса, ничего нету, и думаю, чем мне заняться. Есть такой метод, называется SWOT-анализ в стратегическом маркетинге. Это анализ слабых, сильных сторон и возможностей и угроз. Его можно применять к чему угодно. Я применил его к себе лично и посмотрел, значит, какие у меня есть сильные стороны, слабые стороны, что я могу, да, и чего не могу. И какие у меня есть возможности. Что я могу? Я знаю все в общепите практически. Да. Дальше что? Значит, какие слабые стороны там? Значит, у меня на тот момент было очень мало стартового капитала. Ну, могу сказать, у меня было 1 миллион рублей. Всего лишь. Значит, и я подумал, а чего я хочу? Я хочу большой бизнес, там, предположим, с каким-то определенным оборотом, выйти там столько-то точек, ну не точек, а с каким-то оборотом. И я начал просто искать варианты, смотреть. И сразу для себя определил, что это будет франшиза. Потому что у франшизы все прописано, стандарты есть и так далее. И зашел на сайт Бибос, начал все мониторить, просто общепит, и нашел там пекарню у дома, почитал статью. Это самый быстрорастущий сегмент. Почему нет? Стоимость, как писали там они, входа 1 миллион рублей. Ну, как раз у меня 1 миллион рублей. Да, все. Я быстренько составил такой бизнес-план, что я за 2 года открою 20 точек. Все будет классно, быстро и все удастся. Вот, ну, конечно, мы открыли 20 точек, но это произошло там за 5 лет. За 5 лет. Ну, мне кажется, это все равно очень такой быстрая динамика развития, да. Я вот здесь хочу спросить, я уже помню, в начале пути мы с тобой встречались, и у нас тоже был в то время там стартап по технологии Добропек, да, тоже пекарню пытались открыть, и я просто, тогда мы экономику не вывезли, да, средний чек очень низкий, да, еще наша большая ошибка была в аренде, в дорогой локации, да. Как ты справился с этим? Как я с этим справился? У меня и первая точка то же самое, работала в минус. Вторую точку мы открыли, тоже минус. Когда мы открыли третью точку, стало 0. За это время прошло несколько лет, понимаешь? Даже не 1 год там. И когда 4-ю точку открыли, она только начала приносить прибыль. В бизнесе пекарен нужно вот, знаешь, это... Вот есть у тебя вот франчайзер, кто что-то говорит одно, да, а нужно понимать, что за этим стоит на самом деле. И чего ты хочешь. То есть бизнес, например, пекарни, чтобы хорошо зарабатывать, нужно открыть несколько. А пока ты несколько открываешь, у тебя идет какое-то время, и у тебя должно быть время, то есть деньги, кэшфлоу на этот процесс, пока ты дойдешь до точки самоокупаемости. А если их нету, то поэтому начинающие предприниматели вот этого не понимают. Вот этого они не знают, к этому они не подготовлены, их этому никто не предупреждает. Понимаешь, что у вас первое время вы должны собственными средствами оплачивать убытки, покрывать недостачу, предположим, да, чего у вас не хватает, минусы. То есть резервный фонд какой-то был у тебя? Нет. У меня, кажется, помнишь, не был резерв, у меня был 1 миллион. У меня даже 1 миллиона не хватило на открытие первой пекарни. И как ты справился тогда? Ну, я пошел искать инвестиции. Инвестиции? Да. Привлек инвестиции? Да. В Якутске это возможно? Конечно. Да? Ага. И на каких условиях? На процентах? Это банк или что? Или просто через партнеров? Первые инвестиции, знаешь, как привлекаются? Есть такое выражение 3F по-английски. 3F. Сокращенно. Friends, Fools и Family. В переводе типа друзья, дураки и семья. У тебя кто был? У меня все. Да, сейчас, да, и сейчас они, остаются партнерами или как, они инвесторы? Нет, просто это я займы брал, краткосрочные займы в основном. Это же какая сила должна быть, то есть сила воли, чтобы брать, то есть первая точка убыточна, вторая точка убыточна, да, и третья, я просто... Ну, а что там, условно, либо ты сейчас потеряешь 1 миллион рублей, который вложила, да, или там, займешь там еще 5 и потеряешь там 5.
Ну, либо ты сразу теряешь миллион, либо, возможно, потеряешь 5, ну, которых ты занял. Потом теряешь же не ты. Видишь, friends, fools, family. Но все равно ответственность, груз ответственности, да. да, груз ответственности большая, да. Почему мне нравится Эконика? Потому что здесь можно найти удобную и качественную обувь на каждый день. Абсолютно для любой сферы деятельности. Эконика – это отражение легкости, женственности и элегантности. И скажи мне, вот как ты думаешь, вот как настоящая пекарня вот захватил свою долю рынка? Вот в чем его вот этот такой там, секрет успеха, да? Потому что есть же у нас большие монополисты. Секрет успеха в настоящей пекарне в том, что мы идем к потребителю. Я бы так сказал. Основная часть. Мы идем к потребителю как можно ближе. То есть ты рядом с ними? Да, у нас формат, понимаешь, пекарня у дома. Пекарня. То есть мы идем к нему поближе. То есть мы сокращаем. Что мы делаем? Мы, помнишь, я говорил вначале, что предпринимательство это по улучшению жизни. Да, мы идем поближе к нему. Ему не надо зимой далеко идти в магазин или еще что-то. Зачем? Ему То, удобно, да. Ему удобно. Здесь на остановке он вышел, купил, пошел домой. Да. Или там приехал в общежитие, там, ну, студенты по дороге из учебного корпуса в общежитие, они заходят, покупают пирожок, им же готовить негде. Да. Понимаешь? Школьники также идут со школы домой, по дороге заходят, покупают что-то. Люди с работы тоже, кто рядом работает, еще где-то гуляет. Там мамочки, скажем, да, в каком-нибудь в семейном большом микрорайоне гуляют с коляской. Зашли, купили. Ребеночек спит, она морсик пьет, там ватрушку кушает. Да, к этому идем. Но плюс не забываем про обслуживание, да, и стараемся следить очень сильно за качеством. Продукт. За продуктом. Вот это есть, вот за этим очень сильно следим, стараемся. И большой выбор. Ассортимент. Да. Потому что каждый может для себя что-то найти. А монополисты, они в основном крупные производители, крупный бизнес. Это они сужают обычно, начинают сужать свой ассортимент. Обычно. Это тоже там своя экономика, у них других вариантов нету. Для того, чтобы выживать. Все, мы сейчас уже знаем, да, то есть, но вы представляете, это вот какое терпение нужно, чтобы быть, ну, создавать вот эти сети, чтобы рядом быть, да, не переходя, даже если у тебя точки закрываются, убыточные. Вообще, как ты относишься к факапам вот таким? Ну, в бизнесе же она всегда есть, да? Вот. Всегда есть, да. Да, как вот проживаешь это? Болезненно. Болезненно? Конечно. Болезненно, да. Да. Болезненно переживаю. Ну, стараешься анализировать, что случилось, почему не так. Да. И, ну, идешь дальше. Да. Ну, наверное, вот у меня есть в этом здесь мой лайфхак, да, у меня же, ну, у нас же тоже много там, что-то получается, что-то не получается. Я всегда говорю, вот здесь не получилось, но вот там вот эти получились, да, ну, то есть я всегда говорю, что все равно должна быть доля процентов, где ты ошибаешься. Так же? Ну, да, то есть не может же быть в бизнесе все там, ты же не можешь все сделать идеально или угадать все, да, то есть в бизнесе это же всегда риски. Всегда риски. 100%. Да, это риски. Всегда. Да. Это всегда гипотеза, это предположение, сработает или нет. И, ну, и большая часть гипотез не срабатывает, конечно. Да. Надо постоянно искать и двигаться. Но здесь есть такой момент. Где и как понять, это факап или ты не доделал? Или надо дальше давить? Вот как это? Хороший вопрос. Да. Потому что, вот, знаешь, давать советы, типа, продолжайте, смотря ни на что, берите займы и так далее, да, загонять людей в камбалу. Ну, вот просто это... Если у тебя есть внутренняя уверенность твоя, что это все супер, все сработает, и ты чувствуешь, что вот-вот пойдет, ну, продолжай. Но если чувствуешь, что нет, как бы 100% ты сделал все, что мог, и оно не идет, то, как, знаешь, как говорят американские ковбои, надо типа слезть. Если лошадь умерла, надо с нее слезть. Да. Вот этот момент надо чувствовать. Зафиксировать убытки. Да, лучше и идти дальше. Тут надо чувствовать момент. И это здесь нет какого-то универсального совета. Да. Ну, в пекарнях я просто был уверен. Да. Ну, потому что франшиза, работающий проект, сейчас больше 1000 точек по
по странам России и ближнего зарубежья. Но когда я к ним приехал, к ребятам, было всего, по-моему, 5 или... У меня был франшизный договор номер 5. 5-й, да? То есть вообще в начале, да? Вообще в начале, да. Вот здесь у меня вопрос. Настоящая пекарня – это франшиза, значит, ты от оборота платишь роялти, а это для бизнеса же большая нагрузка. Не было ли желания потом уже часть под другим неймингом открыть, да? То есть, чтобы не платить вот это роялти? У нас было желание, есть, и мы открыли часть под другим брендом, под своим, но не для того, чтобы не платить роялти. Это, знаешь, вот это вот какая штука, да? Здесь цель очень важна, мотив очень важен, да? Вот мы же должны пользу и приносить что-то какое-то в мир, улучшение, а не платить роялти – это плохой мотив. Понимаешь, да? Это как бы мы же получаем от них знания, от франшизы, да? Мы получаем от них поддержку, еще что-то. Это обмен. Они для нас делают, что-то стараются, вкладываются, там, развивают сеть, там, делают федеральную рекламу, прорабатывают новинки, там, да, маркетинговые планы. И это же ценность этому есть, понимаешь? И роялти, это мы платим за это. Но у всех же предпринимателей, ну, у многих через какое-то время, когда там бизнес поставлен на рельсы, бывает же, возникает там чувство, зачем платить там 2 миллиона дяде, просто как будто, да, ощущение, да, нежели там у меня все, там, команда моя, да, все риски мои, да, вот есть соблазн поменять название. Такое же бывает? Ну, часто бывает. Часто бывает. Такое, в принципе, тоже бывает. Это как бы выбор каждого здесь. Я просто изначально решил для себя, что я свои шаги и весь свой бизнес веду все свои договоренности, все, что я обещаю, все, что я делаю, я все выполняю. То есть это вот внутренний принцип? Это принципиально. Независимо от того, вот, как выгодно. Вот сегодня мне выгодно так, а завтра мне выгодно так, поэтому я, условно, там, кидаю. Типа, такого нету. И даже если мне не выгодно, но я дал слово, мы его исполняем. О, круто. И это касается и роялти, мы уже сколько лет платим. Да, действительно. Действительно, как ты говоришь, команда моя, все мое, мы сами все делаем, сами все, много чего даже им отдаем. Да. Но у нас есть договоренность по роялти сумме, и мы ее платим. Да. Потому что мы так договорились. Это круто, очень круто. Я смотрела выпуск основателя настоящей пекарни, да, Владимира Макарова, который рассказывает, как он ездит по всей стране, посещает филиалы, да, и там твоя супруга Алевтина говорит о ваших планах, да, что есть цели выйти из Якутска, да, и про что это? Это улусы, это Россия, вот дальнейшие планы. Да, тоже, кстати, классный вопрос. Сейчас у нас такой период, когда мы немножко делаем пересборку бизнеса, бизнес-модели, потому что та цель, которую мы ставили себе, она достигнута, да, и теми ресурсами, которые у нас есть, и возможности, которые у нас есть, мы хотим дальше расти и увеличиваться. И действительно сейчас настало время выходить в республику, открываться там, продвигать настоящую пекарню по всей республике. Это что касается вот такого формата пекарни у дома. И сейчас мы запускаем и разрабатываем, сейчас уже в финальной стадии доводки находится, это запуск франшизы. Да, то есть мы договорились, кстати, вот с Макаровым, да, о том, что под брендом «Настоящая пекарня» мы будем развивать франшизу на территории республики. То есть наши партнеры республиканские, да, кто захочет настоящую пекарню, они будут работать с нами. Это как мастер франшизы? Да, это мастер франшизы на республику. Вау, это же круто. То есть вы, получается, взяли, ну, то есть вы будете той управляющей компанией, которая будет эту сеть развивать. Да. Вау. Да. Мы будем развивать сеть по республике и приглашаем всех желающих к нам. Пожалуйста. Друзья, если вы хотите открыть свой бизнес, настоящую пекарню, свой филиал в вашем улусе, в вашем городе, вы можете писать Денису, да, контакты мы напишем, на какой номер, да, и это вот просто вы получаете, человек без опыта получит весь ваш опыт. Причем, заметка такая, и самое сложное в бизнесе пекарни – это само производство, ежедневное, там, круглосуточное производство. Эту часть мы возьмем на себя. То есть, получается, производство здесь в Якутске будет? Да, производство будет здесь в Якутске, и мы будем, ну, большая часть или средняя часть, какая-то часть будет производства в Якутске, мы будем отправлять
это нашим франчайзи, которые будут его доготавливать там уже у себя, то есть выпекать у себя. То есть ему не придется заморачиваться с тестом, еще что-то. Потому что к этому очень большие есть сложности, и неподготовленному человеку тяжело будет связаться, потому что хлебопечение, хлебопекарня, это самый сложный вид общепита, кстати, как оказалось. Потом я узнал уже. И подумал, да, и тогда заканчивая нашу беседу, мне кажется, беседа очень такая содержательная получается, да, хочется узнать, а будут ли другие вообще проекты, которые не относятся к настоящей пекарне? Да, будут из другой сферы проекты, вот как раз супруга сейчас в стадии активной проработки другого проекта, там связанного с IT, и вот она очень, активна, очень интересно, да. Да. Кстати, Денис, ты вначале сказал, что многим молодым предпринимателям не хватает знаний, да? Да. Поделись, где им взять эти базовые знания, где они могут это получить, про что это? Про менеджмент, про что сейчас... Смотря каких знаний не хватает, да, на каком этапе находится. Первый вопрос, если ты вообще ничего не делал и только хочешь стать предпринимателем, у тебя есть какие-то мысли, идеи, чем заняться, и ты не знаешь, как это сделать, это один вопрос. Или у тебя уже есть свой бизнес, да, у тебя есть, ты сколько-то работаешь, там месяцев, может год, два, и ты не знаешь, как дальше вырасти, у тебя есть какие-то проблемы, которые ты не знаешь, как решить. Да? Для тебя это проблема. А для предпринимателя, предположим, с опытом, который уже много лет работает, для него это несложно, он уже это прошел, и ему сверху виднее. Просто подсказать, ты обойди, еще что-то. Это другой вопрос совсем. Тут, где им такие знания знать, просто найти наставника лучше. Лучше наставник. Сейчас очень много, кстати, очень развито это. Раньше мы об этом не знали, что так можно было, да? Кому-то подойти, спросить, сказал, человек не скажет же, конкурент будет. А сейчас все с удовольствием делятся со своими знаниями, потому что, наоборот, это экологично. Да? Чем больше предпринимателей, тем больше жизнь наша улучшается постоянно. То есть мы сами себе же улучшаем жизнь, получается, когда мы растим вокруг себя предпринимателей. Поэтому обращайтесь за советом. Сейчас, кстати, очень многие консультируют, да, получается, да. У тебя были наставники? Вообще, кто твои учителя в жизни? У меня вопросов по беседе все новые выходят и выходят. Кто мои наставники? Хороший вопрос. Я очень много сейчас прохожу обучение постоянно. Вот чем больше занимаюсь бизнесом, да, тем больше учусь. Оказывается, даже то, что я дипломированный специалист, этого недостаточно. А где ты учишься? Сейчас, например, я прохожу обучение по построению отделов продаж. Есть большая компания Гребенюк Резалкин, называется. Я же купила НСП. Да? Я поздравляю. Я иду туда. Супер, да. Там ты точно вырастешь. Да. 100%. Я прям жду очень. И, кстати, про обучение тоже у меня сейчас заканчивается Сколково, да, партнерство, тандемократия, да, то есть тоже такую программу взяла. И я соглашусь с тобой, что обучение, новые знания, да, то есть они нам дают эту энергию для дальнейших импульсов развития. Точно. Да. Где нам брать энергию? Да. В учебе? В учебе, в окружении, да. Да. Да, поэтому А НСП ты не брал? Нет, еще пока. Да? Потому что я должен одну программу закончить, потом пойдем на НСП тоже. Да. Круто, да. Если что, мы тут ссылку отправим, кто такой Гребенюк, да, чтобы вы посмотрели, да. Очень классные разборы он делает по бизнесу, да, кстати, он тоже снимает подкасты с предпринимателями. Да, кстати, советую всем посмотреть разборы Гребенюка. Да, там очень много ценного для себя взять там. Да, я тоже в прошлом году открыла его для себя, да, и постоянно. Я тоже, да, как раз в прошлом году. Да, очень интересно, да, и там очень много про мышление же наше. Да. В первую очередь. Чтобы изменить компанию, изменить мир, нужно самому измениться для начала. Потому что то, что ты делаешь, невозможно получить другой результат, делая то, что ты всегда делаешь. Да. Нужно изменить себя, мышление, потом изменить свои поступки, и тогда у тебя все поменяется в жизни само. Да. Соответственно. Да.
наша пекарня это не только торговые точки, да? Это не только вот линия производства и так далее, но это еще очень важно люди. И вот я хочу вас познакомить, кстати, познакомьтесь, вот. Это наш сотрудник, который работает с первого дня открытия пекарни в нашем цеху. Ольза, да. Познакомьтесь, да. Вот сколько лет, верой и правдой, мы все бок о бок идем, развиваемся и работаем. Ну, это, мне кажется, самый большой показатель, когда с руководителем есть такие сотрудники, такая команда, которая идет с тобой с начала пути. Да. Да. А хороший руководитель? Конечно. Да? Денис Лаврентьевич? Хороший руководитель, да? Ага. А почему вот, очень же много производств, почему никуда не ушли? В другое место? Не знаю, мне с открытия понравилось, как вот начиналось она с открытия, вот с первых дней мы начали все как бы Вместе? Вместе вот, как бы в ногу пошли вместе, как бы с открытия вот. Когда она открывается, ну не знаю, как я не могу объяснить тебе, как. Ну, с открытия вот она начиналась, но правда тяжеловато было, да, Денис? Вначале, да. Да, поначалу Много тяжеловато было. Но потихонечку уже как бы устаканились. Да. Но все равно с открытия оно уже как бы... Как свое детище, когда часть души. Душу ближе, да. Да, часть души. Очень много сил и энергии вложено. Ага, да. Очень много. Ой, это очень приятно, вот такие слышать слова. Спасибо Да, большое. да. И мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем завершать наш подкаст. Так что подписывайтесь, кушайте. Приглашаю всех в настоящую пекарню. Да. Да, приглашаем всех в настоящую пекарню. Можете стать партнером настоящей пекарни. Че, нормально, ребята? Вообще, на одном дыхании, блин, скоро мастерами будем. Ну, собеседник такой, Дениска, прям вообще супер, вообще классно, огонь. Чай можно пить. Кофе будешь? Давай.